Территорию опережающего развития Кангаласы и круглогодичную теплицу посетил глава Минвостокразвития. Он порекомендовал резидентам посетить другие районы для обмена опытом. В Якутии 2 действующих пожара. Расскажем о лесных возгораниях в регионе. Миграция населения и рабочие места в селе Йенгра обсудили жители с главой района. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. Глава Минвостокразвития Александр Козлов посетил территорию опережающего социально-экономического развития Кангаласы. На встрече резиденты отметили, что для них созданы все необходимые условия для развития бизнеса. Многие из них выпускают свою продукцию с перспективой расширения. В свою очередь Александр Козлов сказал, что к развитию бизнеса нужно подходить серьезно, без никаких нарушений. После этого он посетил круглогодичную теплицу Саюри. Он порекомендовал резидентам посетить другие регионы, где выращивают овощи по такой же технологии, чтобы обменяться опытом, и пригласил их в Благовещенск. Там построен комплекс с овощехранилищем, а также центр упаковки для доставки в магазины региона. Бизнесмены пообещали, что не упустят такой возможности для расширения бизнеса. В этом году, да, мы получили еще одно разрешение на ввод в эксплуатацию компании «Сахапластех». Введется в эксплуатацию завод по производству полиэтиленовой трубы, компания «Эгопласт». Также у нас будет подписано соглашение по производству базальтовых прошивных матов, по производству домокомплектов. Также тут будет база испытательного полигона. И также у нас сейчас зашел новый инвестор, это по выращиванию ценных пород рыбы. Глава Ниренгринского района Виктор Станиловский посетил поселок Йенгра. Миграция населения, число вакантных мест и стройка зверофермы – основные темы визита. О чем шел разговор с жителями села в нашем следующем сюжете. На встрече с администрацией села Йенгра глава района Виктор Станиловский как одну из основных задач обозначил необходимость уделить внимание уезжающему населению. Также обсудили основные вопросы по строительству новой зверофермы. Это, по словам Виктора Станиловского, поможет выйти на рынки продаж и получать регулярное пополнение бюджета. Для села, конечно, это очень важная вот эта работа, это доходы для нашего предприятия Муловского, ну и, соответственно, улучшение жизни села. После визита в администрацию глава района посетил школу села Йенгра. В этом году ей исполняется 90 лет. Идея художника Бориса Корнилова воздвинуть небесные ворота на одном из самых высоких мест села принялась неоднозначно. Одних идея памятника Чичипкан восхитила. Здесь, возможно, будет проводить обряды. Тем, кому идея не очень понравилась, было предложено внести свои предложения по преобразованию культурного памятника. Обсуждение эскиза будущего строения затянулось. В итоге разговора решили исправить лик девушки на силуэт птицы, устремленной в небо. Предложение, оно может быть несколько, ну скажем, смелое, неожиданное, но считаю, что надо шагнуть в эту сторону, чтобы культура должна все время подниматься на уровень того времени, в котором мы живем. Далее в актовом зале школы состоялась встреча с жителями Йенгры. Вопросы работы, мест больниц и выделения бюджетных денег обсуждались с особым интересом. Последний и важный вопрос – строительства клеток для зверофермы. Масштабный проект по строительству производства требует особых обсуждений. Необходимо четко следить за всеми изменениями. В скором времени на месте старой фермы начнут возводить новые постройки для планируемого производства меха. Елена Железнякова, Лилия Ягудина, Ниренгри. О лесных пожарах в республике. Ведутся работы по тушению 8 возгораний на общей площади около 1000 гектаров. Действующих 2 в Мирнинском и Нюрбинском районах. Локализованных 6 в Вилюйском, Ленском, Мирнинском и Нюрбинском. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 72 лесных пожара на общей площади более 10 тысяч гектаров. Практическая польза есть, уверены участники форума предпринимателей Западной Якутии. Он прошел на этой неделе в Ленске и на несколько дней объединил малый и средний бизнес 7 районов республики. Что обсуждали предприниматели и какие точки развития наметили, рассказывает моя коллега.
Новинки на рынке услуг и местных товаров в маленьком городе обязательно заметят. Путь к успеху свежее и интересное. За последние несколько лет в Ленске предпринимателей прибавилось. Сегодня их более 1350. Свои новые идеи они представили на ярмарке в рамках форума предпринимателей Западной Якутии. Делаем адресные таблички, различные визитки, блокноты, все, что связано с канцелярией, печать на ручках, оформление различных праздников, пресс-волы. То есть у нас очень большой потенциал именно в Ленске, что больше всего радует, что мы можем это изготавливать здесь, на месте. В нашем городе вода – это больной вопрос. Просто я этим занимаюсь уже не первый год. У меня водовозный транспорт, то есть мы оказываем услуги подвоза воды населению по городу, такой, технической. И хотелось бы пить хорошую воду, поэтому занялись вот таким вопросом. Среди новичков на предпринимательском рынке и те, кто в малом бизнесе уже десятки лет, продолжают искать то, что удивит и заинтересует клиентов. И новичкам, и тем, кто со стажем, на форуме предложили поделиться опытом. Гости из Сунтарского улуса, производители местной молочной продукции, преодолели сложную дорогу в Ленск ради важного – расширения клиентской базы. Проблема – это сбыт готовой продукции. Да? У нас там в Сунтарском районе переизбыток нашей продукции, там переработчиков очень много, поэтому мы в другие районы стараемся поставлять: Мирнинский, Ленский район. Дискуссионные площадки форума касались важного. Как сделать из хобби бизнес, как малому предпринимательству пробиться в госзакупки, как преодолеть проблемы, связанные с труднодоступностью региона. Последний вопрос самый больной. Из-за этого бизнесом на севере заниматься сложно. Проблема в том, что нас очень мало. У нас очень маленький рынок потребления. Нам надо либо ориентироваться на экспорт, или продукцию ориентировать за пределы республики, либо увеличивать численность населения. Предприниматели в Якутии привыкли рассчитывать только на свои силы. Любую поддержку, как, например, снижение тарифов на электроэнергию или финансирование по муниципальным программам, воспринимают с большой радостью. Власти стараются о бизнесе не забывать. Есть предприниматели, которые только начинающие, да, для них особая образовательная поддержка, информация необходима. Есть предприниматели, которые уже прочно стали на ноги, да, для которых нужна более финансовая поддержка, и, естественно, это более крупные суммы, на что у нас сейчас программа и направлена, то есть выделение финансовой поддержки в более крупных размерах. В рамках форума по итогам ярмарки прошло народное голосование. Лучшим предпринимателем в Ленске был признан Аганес Аватисян. Его шашлыки и прочую продукцию можно купить в кафе и на любом городском мероприятии. Свою нишу он занимает уже с десяток лет. Такого постоянства и успеха организаторы форума пожелали абсолютно всем участникам. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Водители из Удачнинского ГОКа поборолись за звание лучшего. Конкурс профмастерства по профессии водитель прошел в 2 этапа. Теоретическая часть, после которой финал – заехать на автопоезде в гараж, преодолеть змейку и правильно припарковаться. Кто стал победителем и получит премию, расскажет моя коллега. Будем выполнять заезд задним ходом в бокс. Для этого надо вытянуть автопоезд вперед, чтобы он стоял по возможности как можно прямее. Проехать колею, припарковаться и заехать в условный гараж. Причем сделать это на автопоезде. Задача, с которой справится не каждый водитель. Евгений Новиков за баранкой уже не первый год. Опыта говорит немало. Это подтверждает и призовые места, которых он уже занял не одно. Принимал участие в 2016 и 2017 году. В 2017 году участвовал и в местном конкурсе, и в районном конкурсе, позанимал первые места. В 2017 году, конечно, в районном конкурсе не удалось занять место. Посмотрим, что будет в этом году. Лучшего водителя в Удачнинском комбинате определяют ежегодно. Конкурс профессионального мастерства для участников – это в первую очередь вызов самому себе. В этом году их заявилось 35 человек. Схема соревнований уже стала классической. На первом этапе водитель обязан доказать знание правил дорожного движения. Те, кто прошел это испытание, допускали к следующему этапу. Таких оказалось 24. Они соревновались за главный приз. Самое основное – это будет денежная премия, вознаграждение денежное. А вообще
рецепты уважения в автобазе, в коллективе. Приятно, когда рядом с тобой работают такие профессионалы. Такими людьми мы гордимся. Вот, и ребята это понимают. На трассу вышли не только водители со стажем, но и новички. Ильзир Чираев участвовал впервые и показал хорошие результаты. Говорит, молодежь вполне может конкурировать за звание лучшего. Гордость. Буду хвастаться, показать взрослым водителям, что молодые тоже могут, чтобы нас где-то не ущемляли, там, типа, еще молодой и так далее. Ну и премии, как бы, у всех семья, дети. Надо кормить. Подарки будут. По итогам конкурса первое место между собой поделили сразу несколько водителей. Евгений Новиков, Ильзир Чираев, Басик Андрей и Заикин Евгений. Каждый из них будет награжден денежной премией в размере 19 тысяч рублей. Злата Курбанова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». В Ленске впервые прошли экстремальные соревнования «Гонка сильнейших». Задача команд – преодоление 3-километровой трассы по пересеченной местности. Как справились участники с полосой препятствий – репортаж коллег из Ленска. Хорошее настроение и счастливые лица участников. Они еще не знают, что ждет их на трассе гонки сильнейших. Последние приготовления, судьи расходятся по своим этапам. Старт соревнований дан. Пути назад нет, только вперед, через ямы, горы, кусты, грязь и болото. Протяженность трассы около 3 километров, всего 15 этапов. Итоговое время команды засчитывается по последнему пересекшему финишную черту. Поэтому тех, кто устал, брали на руки и несли к финишу. Команды готовы на все ради победы, а съемочная группа на все ради красивых кадров. Как теперь ощущения после гонки? В отпуск надо, в отпуск. Экшен лютый, задания здоровские, девчонок жалко и обувь новую, а так все здорово, все вот такой конкурс. Отлично все, понравилось, хочу еще попозже только, когда отдохну. Ну, вообще препятствия сложные были, где самый сложный участок? Все было сложно, по-честному устал, как собака, как говорится. Полоса препятствий выматывала даже взрослых мужчин, что уж говорить о хрупких девушках. Но, как оказалось, хрупкие они только снаружи, а характер у всех боевой. Трасса мне понравилась, но я честно скажу, для меня это очень-очень такой серьезный уровень, и все-таки нужно готовиться довольно тщательно. Это, конечно, весело, игра, но это не лишенное спорта мероприятие. Сложнее всего пришлось представителям команды Ленского технологического техникума. Но их труды не пропали зря. Отвоевали на первой ступени пьедестала почета. За второе и третье место борьба была бескомпромиссной. Команды показали одинаковое время на финише, но все решила одна ошибка на этапе. Она не позволила коллективу Ленского предприятия тепловых и электрических сетей обойти соперника, а не третьи. На втором месте команда производственного управления «Алмаздортранс». Ленская ЦРБ на 4-м. Участники довольны, все живы-здоровы, все чисто одетые, кто успел переодеться. Вот. То есть, в принципе, что мы хотели, мы от этого мероприятия получили. Пока отдыхали и приходили в себя, организаторы соревнования узнали мнение участников о трассе и решили, что в следующем году трассу усложнят. Добавят больше этапов, сделают препятствия еще сложнее. Будет еще больше адреналина, эмоций и улыбок. Вячеслав Пилипенко, Сергей Счастный. Телеканал «Алмазный край». Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.